Расул Бакеев, таджикский дзюдоист, заслуженный мастер спорта Республики Таджикистан, бронзовый призер летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира 2007 года в Рио-де-Жанейро, победитель Кубка мира 2007, 2010, 2011 и 2012 годов, чемпион России 2009 года. Родился 29 сентября 1982 года в районе Рудаки, Республики Таджикистан. Расул, помимо знаменитого и титулованного отца, имеет 4 братьев, которые также являются именитыми борцами в Таджикистане. Будучи небогатым, одним из первых внес пожертвования в строительство Арагунской ГЭС, стратегически важного объекта для Таджикистана. Получив российское гражданство в 2009 году, выступил на чемпионате России, где стал чемпионом. Планировал выступить за Россию на Олимпиаде в Лондоне, но по уговору правительства Таджикистана выступил за Таджикистан, но занял всего лишь 7-е место. Здравствуйте! С вами программа «Шаг» и я Мавима Саби. Сегодняшний наш гость Расул Бакеев. Здравствуйте, Расул. Здравствуйте. Каким образом вы оказались в спорте? Мой отец был спортсменом, он был известным борцом. Вот, и с 4 лет меня отдали в школу дзюдо. С 4 лет я занимаюсь дзюдо. То есть у вас выбора не было, да? Нет, мне самому нравилось. И изначально с детства заниматься, смотрел, как мои братья тренировались. Вот, мне это очень нравилось. Даже было время такое, что я просто избегал школы, чтобы посещать дзюдо. То есть у вас с детства уже эта спортивная обстановка, да, окружала с самого маленького возраста, получается? Да, с детства занимаемся. А так потом у меня пошли соревнования, и это стало еще интереснее, когда я начал выигрывать соревнования в призах. Вот, в основном с 2009 года, как я начал участвовать в республиканском соревновании. Вот. С 2009 года по 2012, пока я был в спорте профессиональном, я был лидером в своей весовой категории. И всегда представлял свой. Но вы на данный момент лидер, насколько я знаю. Сейчас я в данный момент немножко отхожу от профессионального спорта. Активно занимаюсь тренерской работой. Скажем, это 1-й год, как я начал этим заниматься. А так я еще выступаю. А есть какой-то предел, возрастной предел для этого вида спорта или нет? Для участия на международных аренах, я думаю, что да, есть. А так заниматься можно хоть всю жизнь борьбой. А что за школа? Здесь пару слов. Да. Здесь она в замечательном спортивном комплексе. Здесь Олимпийской деревне. Мы открыли школу дзюдо Расула Бакеева. То есть это ваша школа? Да, нашу школу здесь открыли. И сейчас 3 месяца, как мы занимаемся с ребятами. И все замечательно, потихоньку строим. А бывало так, моменты, да, когда вам приходилось в жизни использовать, применять свои знания, но в таких экстренных ситуациях? Поскольку я знаю, что спортсменам нельзя применять свою силу за пределами спортзала или выступлений. Были моменты такие, да, в жизни, что приходилось вынужденно? Нет, у меня не было таких случаев. Я очень спокоен и всегда люблю проводить беседу
Ну, я больше слушаю, чем говорю. То есть вы все-таки дипломатией стараетесь, да, находить? Да. Конфликтные ситуации разрешать дипломатией? Всю силу и всю энергию, все, на что ты способен. Меня с детства этому учили, что я должен всегда показывать это на ковре. То есть для спортсмена выдержка одно из главных условий, да? Да, обязательно. Спортсмен должен быть Выдержанным, сдержанным, да. сдержанным. Да, во всех отношениях. И что в жизни, что в кругу друзей, что в кругу семьи, что воспитание детей. Всегда спокойствие и умные, мудрые слова быстрее доходят до человека, чем грубая сила. А дает ли спорт некую уверенность в своем, как сказать, превосходстве над людьми менее слабыми? Ну вот спорт именно, такой вид силовой, как ваш, он дает какую-то уверенность? Да, вообще-то когда родители привозят своих детей, они жалуются на то, что вот он, мой сын слабый, вот он не может отжиматься и так далее. Для этого и привозят детей. Я им объясняю, что для этого вы привозите, чтобы он активно тренировался, не пропуская занятия, и чтобы его тело, окрепло, чтобы стать сильным, чтобы научиться отжиматься, кувыркаться, научиться приемами. И также потихоньку мы все так начинали. Мы только бегали, прыгали и не знали, в чем, какие захваты, что надо делать. Для нас это была просто игра. И потихоньку потом где-то я помню этот момент, где-то мне было 12-13 лет, я уже начал уже думать головой. До этого момента я просто игрался и тренировался, как все дети. Четко запомнился это число, 13, мне было 13. Я уже начал сам тренироваться и сам тренировать свою голову. То есть это еще и психологическая, да? Психологическая, не только физическая подготовка, но и... Ну, конечно, чего-то надо, если хочешь чего-то добиться, ты сам должен быть для себя тренером. Даже в Москве были такие моменты, когда приходилось одному тренироваться. Были такие моменты, когда я ездил на международные турниры, один, без тренера, без поддержки, а одному приходилось выступать, одному и становиться спортсменом, и тренером, и всем организатором. Насколько должна быть высокая такая подготовка, чтобы без сопровождения какого-то, да, представлять? Да, это очень запомнилось, когда я первый раз выиграл Кубок мира. Это было в Венгрии, в Будапеште, в 2007 году. Такая же ситуация была у меня. Один ездил, и в итоге стал чемпионом. А вот как с семьей у вас обстоят дела? Хорошо все. Дети, жена. Я просто не углублялась в эти вопросы, но мне просто интересно это. И, наверное, для телезрителей тоже будет интересно, потому что известные люди, они всегда приковывают внимание к своей персоне. И им интересно побольше знать, кроме спортивных каких-то моментов. Я дважды был женат. Сейчас у меня снова в браке. И был разведен. У меня 4 детей от брака. И еще я усыновил еще одного мальчика. Я просто очень Усыновили? Да, очень люблю детей. И сейчас живу с девушкой Эльмирой здесь, в Москве. Поженились. И сейчас в данное время сколько? Уже месяцев 5-6. Поздравляю с браком. А вот как пришла идея усыновления ребенка? Почему именно усыновление? Потому что у меня были девочки
семье. А хотелось мальчика? Да. Я усыновил мальчика, потом у меня родился еще мальчик. И вот так и остался у меня этот ребенок. Хороший поступок, потому что на данный момент это очень такой щепетильный вопрос. Очень многие люди, они своих детей как бы не хотят поднимать, а усыновление это уже шаг такой серьезный я люблю довольно. детей, как бы своих, не своих. Я всех детей, для меня дети это дети. Они не виноваты в ошибках там, родителей. Поэтому к ним надо относиться с любовью, к заботе, там, заботиться с вниманием, стараться передавать свой жизненный опыт, воспитывать где-то. Вот. Ну, естественно, для ребенка это самое главное, чтобы родители были вместе. Даже когда мы сейчас вот разведены, я всегда в контакте, всегда помогаю, всегда рядом. А вот насколько важна роль отца в семье, особенно для мальчиков? Вот как вы смотрите на это? То есть насколько важно участие отца в разводе, не в разводе, именно вот для мальчиков, сыновей? Ну, для мальчика это, вот, думаю, что примером это отец, а для девочки это пример мать. Для девочек лучше, если в разводе, оставаться с мамой, конечно. А для мальчиков, естественно, с папой. То есть все-таки существенное влияние идет, да, от отца к сыну? Да. Вот девушка, которой я с ней сейчас живу, у него 2 сына. Вот. И я как бы вот смотрю, и исходя из этого момента, я вот делаю вывод, что мальчик больше тянется к отцу, чем к матери. Ему все-таки нужны мужские вот эти... Да, ему интересно очень. Они приходят прям в спортзал. Я с 10 часов здесь в спортзале провожу занятия со взрослой группой, потом с детьми 6 до 8 лет. Потом у меня следующие занятия идут там, с 9 до 12 лет. А потом вечерняя тренировка у меня снова со взрослыми. И так с 10 часов до 8 часов вечера я нахожусь вот в спортзале с ребятами. Занимаюсь, тренирую их. Вот. Мне очень интересно, а им тоже очень интересно. Они получают очень много полезной информации. Вот. И пока успешно вот, за эти 3-4 месяца у нас только вот, появился чемпион Москвы. Парнишка очень хороший. Задатки вы уже видите, да? Да. И сейчас в данное время очень сильно прибавляет. Вот. Я думаю, что у него очень хорошее будущее. Иншаллах. Были ли моменты вашей вот в профессиональном спорте, когда возникала мысль такая, просто бросить все и уйти? Нет. Или ни разу так не было? Никогда у меня не было, потому что до сих пор я очень люблю этот вид спорта. Дзюдо у меня никогда не было таких мыслей. То есть это своего рода страсть, да? Да, я просто живу с этим, как бы с борьбой. Ну, бывает сейчас немножко с возрастом уже, когда появляется семья, дети, и немножко иначе смотришь уже на спорт в этом плане. А так были бы возможности, все можно было бы хоть до 35, до 40 лет бороться. Это вот выброс энергетики, энергии некой, такой агрессии. Вообще мужчины спортом занимаются, это же тоже как выброс агрессии. То есть ее куда-то в какое-то русло нужно направить или нет? Ну, у меня нет этой агрессии. Я просто выхожу, я тренируюсь, я получаю от этого удовольствие. И плюс знаю, да, у меня опыт, и хочется передать этот опыт и помочь тому спортсмену, который вот начинает. И я знаю, что я могу ему помочь в данной ситуации. В борьбе подсказать, там, в разных ситуациях. Вот, много спрашивают, много звонят, ребята спрашивают, как быть, дзюдоисты, там, ребят, которые выступают
в боях без правил. Вот. Они все берут совет, как бы спрашивают. С какой-то стороны вы большой вклад вносите, выращивая из этих мальчиков мужчин будущих. То есть тот формат, который нужен. Какие интересные моменты были на соревнованиях или из жизни, вот, которые запомнились именно в профессиональной сфере? Были такие яркие какие-нибудь моменты? Ну, у меня всегда была мечта участвовать в Олимпийских играх. Да. И в 96-м году мой брат был участником Олимпиады. Я смотрел на это и просто мечтал тоже участвовать, быть на этих большом мероприятии. Ну, цель была участие, попасть на Олимпийские игры. Это очень сложно, конечно, набирать очки, попасть 22 лучших спортсменов. И я потихоньку стремился к этой своей мечте. Потом прошел еще один цикл, 2000 год, Олимпиада. Потом в 2004 году, когда я смотрел Олимпиаду, мне очень понравилось там мужество, характер, там, где как себя показал дзюдоист из России, 81 килограмм, Дмитрий Носов. Он за выход в финал получил травму руки, и практически за бронзовую медаль с азербайджанским спортсменом он боролся с одной рукой. И в итоге выиграл, и он еще как бы тренировался здесь, в Москве. И в 2004 году так получилось, что появились спонсоры, и они меня привезли в Москву. И вот с 2004 года я живу здесь, в Москве. То есть это благодаря все-таки случаю и спонсорству, да, вы переехали? Да, я переехал сюда, в Москву, и вот до сих пор живу здесь. И вот я приехал в эту школу, где вот тренируется этот спортсмен Дмитрий Носов. Вот. Я видел его на ковре, он стоял, он боролся, я подходил к нему, ну, как он человек уже чего-то добился в жизни. Очень приятно стоять на одном ковре с чемпионом Олимпийских игр, с призерами. Там. Это уже своего рода легенды, Да. люди-легенды. Я всегда подходил здесь с большим уважением, относился к этим людям и сейчас отношусь. Вот. Подходил и старался как-то чему-то научиться. И потом потихоньку в 2008 году, в 2007 году, то есть на чемпионате мира в Бразилии, мне говорили, вот выиграешь там, у тебя будет путевка на Олимпиаду. Я выигрываю это, потом я становлюсь там бронзовым призером чемпионата мира. Это, конечно, для меня был такой сюрприз. Потом я поверил в себя, и я сказал уже, что нет, я не хочу быть участником, я хочу стать медалистом. Амбиции уже потом, да, сыграли? И потом я как бы начал усердно, просто я не выходил из спортзала, не тренировался, чтобы потом не пожалеть. Как бы у меня вот шанс, я должен себя показать. У меня была очень хорошая подготовка, потренировался хорошенько, вышел на Олимпиаду, и это было, конечно, самый такой пик моей формы. Выступил, и в итоге у меня бронза. Добились все-таки, Да. вы свою мечту, да, исполнили? Да, добился. И я не верил до того момента, пока вот не вышел на пьедестал, и меня наградил президент Азербайджана, вот, поздравил, и вот когда повесили медаль, вот тогда я уже почувствовал, что я вот завоевал эту медаль олимпийскую, что это как бы не мечты еще уже, а Уже реальность, сбылось все. А вот чтобы достичь, вот прийти к этому результату, вы же видите, вы когда тренируете своих ребят, да, видите потенциал сразу, то есть по ним видно,
человек стремится или нет, имеет какое-то вот стремление или нет, оно отсеивается, то есть разделяются как-то они, Да, ребята? я всегда, когда беседую с родителями или с спортсменом, я всегда у него спрашиваю, какие у него цели, что он хочет, вот, занимаясь дзюдо. Исходя из его слов, его целей, я уже его тренирую. Если он тренируется чисто для своего поддержания своего здоровья, как бы его нельзя там гонять, там, давать такие там задания сверхсилы, там, что его прибавлялось, там, техника, тактика, скорость. Для него этого не надо делать. Каждого спортсмена я тренирую по его желанию. То есть все равно видно, да, Да, в ком конечно, что заложено? да. Вот несколько ребят, которые есть, нет, мы хотим там выступать на международных аренах, в Москве, чемпионатах России и так далее. Вот их я тренирую уже как-то, как всех, но еще индивидуально. Даю какие-то задания, чтобы они выполняли еще дома. Как бы постоянно, чтобы они были в тренировочном процессе, да. Удивительное спокойствие, исходящее от этого человека, завораживает. Он действительно великий спортсмен. Чувство достоинства сквозит в каждом слове, жесте, действии. Почему-то все время хотелось пожать руку в знак уважения. Уважение к чему? К победам, достижениям? Нет, умению держаться доброжелательно, с искорками в глазах и в то же время оставаться серьезным. Трудный путь, поставленные цели и в конце концов их неизменное достижение. Так может работать только целеустремленный и упорный человек, точно знающий, чего он жаждет и к чему стремится. Это у вас достраивается, я так поняла, да, еще не введено? Не, эту часть мы уже сделали. Ага. Вот здесь проводятся занятия. Угу. И взрослые, и дети здесь, их я тренирую. А достраивается другая часть вот здесь. Эта часть там, где медали должны быть, там награды, плакаты. Вот. А так в целом мы все уже сделали. Самая главная часть это вот здесь. Ковер есть. Здесь, оказывается, нельзя ходить в обуви. Вот, мне пришлось разуться. Спасибо за сегодняшнее интервью. Спасибо за то, что ознакомили. Очень многим интересно знать о жизни людей, которые вносят свой вклад какой-то в историю и своего народа, и России, и вообще всего в целом. Спасибо большое вам за участие, что не отказали. Спасибо. Наверное, самым удивительным фактом из его биографии лично для меня стало усыновление мальчика. Тихий бытовой подвиг, незаметный, не афишированный, не распиаренный. Это тоже черта характера, скромность. То достоинство, с каким держался этот человек, успокаивало и усыпляло. И я рада за тех детишек, которые занимаются под руководством такого тренера.